Салямит Сизбе. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно научиться понимать и начать разговаривать на казахском языке. В каждом моем видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ делать это быстро и запоминать эти слова на всю жизнь, так, чтобы они не уходили из вашей памяти. Сегодня мы будем запоминать слово клегей. Вот здесь вот черная палочка с точкой, это не и, не е, клегей, клегей. Клегей – это сливки с казахского языка. Клегей. Ну, сливки – это... Сливки получаются каким образом? Отстаивается молоко. И вот самая жирная часть, поскольку жир легче, чем жидкость, да, чем молоко, он поднимается наверх. И вот верхнюю часть, верхний слой молока снимают, и получают сливки разной жирности. Клегей бывает, сливки бывают там, я не знаю, 10%, 20%, 25%. Самые большие, по-моему, процент жирности 35%. Ну, хотя есть, я думаю, что еще больше. Вот в деревнях получает жирность еще больше. Таким образом, что оно, ставишь в холодильник, оно прям застывает, как масло, прям застывает. Когда вытаскиваешь его в комнатной температуре, оно постепенно мягчеет. Вот. Я подобрала вот такое фото. Вот такое фото. Вот прям видно, что это жидкое, да, но уже достаточно густой жидкости. Прямо густые сливки. Там жирность очень большая. Это клегей. Клегей. Сливки. Клегей. Ну и приступаем к составлению предложений, русских предложений, заменяя слово сливки на слово клегей. Сливки. Ну, городской житель покупает клегей в магазине. Или он может также купить клегей на базаре, который более жирный и отличается большей жирностью. Для того, чтобы получить взбитые сливки, мы берем клегей 33 или 35% жирности, потому что меньшая процентная жирность клегей невозможно взбить. Он просто потом может превратиться, мне кажется, в масло. Ну, не знаю. Вот. Взбитый клегей обычно украшают всякие торты, пирожные. Можно просто там подать к какой-нибудь выпечке. Клегей – это достаточно дорогой продукт. Вот у нас, например, сейчас 35% клегей стоит почти 5000 тенге 1 литр. У людей, которые держат коров у себя в подворье, ну, конечно, не городские жители, а в деревнях, в аулах, конечно, клегей очень часто встречается на столе, практически каждый день можно есть клегей, чего невозможно сказать про городских жителей, потому что мы не каждый день можем себе позволить покупать клегей. Чай, когда добавляешь вместо молока клегей, он, конечно, более вкусный, более насыщенный, более жирный. Вот. Кстати, с возрастом, говорят, лучше пить не молоко, а клегей, потому что с возрастом в теле все больше и больше нужны жиры. И в клегей этих жиров достаточно много. Клегей получается из коровьего молока. Не слышала, чтобы клегей получали из какого-то другого молока. Не знаю, может быть, в деревнях и получают какой-то клегей, может, я не знаю, из козьего молока, но что-то я не слышала про это. Вот.
В магазинах очень большой выбор клейгей. И всяких разных производителей, всяких раз, даже есть импортный немецкий клейгей, всякие разные, на разный выбор. Вот таким образом составляйте предложение со словом клейгей до тех пор, пока это слово полностью не зайдет в вашу память, и вы навсегда его не запомните, и не сможете его в дальнейшем с легкостью использовать при разговоре на казахском языке. Так что не ленитесь, составляйте предложения, запоминайте это слово. И таким образом, шаг за шагом, слово за словом, мы с вами постепенно придем к тому, чтобы понимать казахский язык и разговаривать на нем. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои видео, пишите мне комментарии. Для меня это очень-очень важно и очень приятно. Пишите, что у вас вышло. Этот способ можно, кстати, применить и в изучении любого другого языка или любой другой дисциплины, науки или понятия. Ну все, сау болыңыз. До свидания.